Насколько хорошо защищены ваши персональные данные в Кыргызстане? Сразу спойлер. Плохо. Объясняем почему. Каждый раз, когда вы заказываете еду, заходите в свой банкинг, слушаете музыку, вы оставляете свои данные. Как оказалось, большинство сайтов в Кыргызстане собирают ваши данные без вашего согласия. Это ваше имя, фамилия, возраст, адрес, номер телефона и другие данные. Исследователи интернет-сообщества ISOC Нурбек Арзымбаев и Джазгуль Зурудинова изучили более 500 сайтов, которые продают свои услуги и товары в Кыргызстане. Оказалось, что из 500 сайтов 180 собирают ваши данные. Но самое главное, только 35 получают согласие на сбор данных. Все остальные сайты делают это незаконно. Кроме согласия на сбор данных, вы должны знать, зачем их собирают, как их хранят и, главное, как их уничтожают. Но только 17 компаний в Кыргызстане опубликовали у себя эту информацию. Когда никто не гарантирует безопасность ваших данных, вам может приходить на ваш номер телефона или на почту назойливая реклама, на которую вы не давали разрешения. Но это самое безобидное. Самое страшное, когда вашими данными могут воспользоваться для шантажа или для вскрытия ваших устройств. Это фотография с результатами ПЦР-теста. Здесь и имена, и год рождения. Исследователи смогли получить эти данные за считанные минуты, просто написав на номер по WhatsApp, который был указан снаружи центра сдачи ПЦР. В Кыргызстане есть только закон о защите персональных данных, но нет органа, который контролировал бы исполнение закона. Правда, и в самом законе хватает недочетов. Так, если в других странах достаточно нажать кнопку «Ок», и это будет считаться согласием на сбор данных, то в Кыргызстане такая процедура гораздо сложнее. Как можно изменить ситуацию и какие компании лучше всего хранят ваши данные, вы можете узнать, прочитав исследование по ссылке в био нашего профиля.